Дверь только можно закрыть. Не включайте еще. Будет очень красиво, потом вы увидите. Добрый день, уважаемые коллеги, руководители республиканских инновационных площадок. Сегодня мы проводим информационную сессию, которая направлена на презентацию вашей деятельности по итогам 2018 года. Я очень рада, что сегодня республиканские инновационные площадки являются опорными организациями, которые формируют и в дальнейшем транслируют инновации в сферу образования нашей республики. Сегодня в Республике Коми действует 35 республиканских инновационных площадок. Наши республиканские инновационные площадки сегодня имеют республиканский статус. Это для нас очень важно, потому что в зависимости от вида, либо это пилотная площадка, либо это ресурсный центр, либо это опорно-методическая площадка, мы подключаем к вашей деятельности организации нашей республики, которые действительно желают включаться в новый этап своей деятельности, а именно в этап создания инноваций. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сегодня осознаем, что государственная поддержка инноваций в сфере образования – это позиция министра просвещения Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, которая отмечает, что одной из форм государственной поддержки инноваций в российских регионах является присвоение образовательным организациям статуса «Региональная инновационная площадка». Уважаемые руководители республиканских инновационных площадок, сегодня мы будем работать в таком формате. У нас проходят постоянно публичные отчеты. И сегодня в рамках юбилейных мероприятий Комреспубликанского института развития и образования мы обратились к вам с профессиональной просьбой представить свои публичные отчеты. Мы выявили сегодня для себя лучшие практики, которые работают в пространстве различных типов образовательных организаций. Это и дошкольные образовательные организации, и организации среднего профессионального образования, и общеобразовательные организации, и организации дополнительного образования. И именно сегодня данные публичные отчеты, они будут транслировать ту инновационную практику, которая в дальнейшем может быть тиражирована, масштабирована не только на уровне организаций Республики Коми, но мы надеемся и на уровне уже Российской Федерации. Ежегодно в Российской Федерации проводится грантовый конкурс, который направлен на поддержку инноваций в сфере образования. И мы очень надеемся, уважаемые коллеги, что в 2019 году именно наши республиканские инновационные площадки не только сформируют качественную заявку, но и станут победителями федерального конкурса и, конечно, будут финансово поддержаны для того, чтобы в дальнейшем все наши инновации могли применяться не только в вашей организации, но и на уровне организации нашей республики. Уважаемые руководители инновационных площадок, мы очень благодарны вам за ту профессиональную позицию, которую вы демонстрируете. Я знаю, что в каждой организации работает команда создания и продвижения инноваций. И, конечно, нам очень важно, что вы включаетесь во все наши мероприятия по сопровождению организаций, которые сегодня готовы формировать инновационный потенциал нашей республики.
Уважаемые коллеги, мы решили построить таким образом наш с вами вебинар. Я знаю, что у нас очень много подключений, нас смотрят все муниципальные образования нашей республики. Запись данного вебинара с вашими отчетами будет публичной, она будет представлена в нашем профессиональном разделе «Видеозал». И, конечно, нам очень важно, что сегодня данные публичные отчеты – это определенный этап вашей деятельности. Мы в течение ближайших месяцев будем проводить ряд информационных сессий вместе с вами, обсуждать и планы, обсуждать и ваши проекты, обсуждать, конечно, и отчеты, но сегодня нам важно представить вашу деятельность. Уважаемые коллеги, и позвольте мне приступить к представлению наших выступающих. Итак, первый опыт будет представлен Голдобиной Натальей Викторовной, воспитателем детского сада номер 55 города Ухта. У нас в данном учреждении представлена опорно-методическая площадка, которая направлена на развитие начального инженерно-технического мышления детей дошкольного возраста. Наталья Викторовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы хотела представить опыт нашего детского сада. Коллеги, все, извините, да, сейчас. Пожалуйста, Наталья Викторовна. Я работаю в муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Ухта комбинированного вида в должности воспитателя. С 2018 года, в 2018 году приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад номер 55 комбинированного вида был присвоен статус региональной инновационной площадки в вопросах развития начального инженерно-технического мышления детей дошкольного возраста. Наше учреждение уже второй год занимается внедрением в образовательный процесс лего-конструирования и образовательной робототехники. В 2017-2018 годах наше учреждение являлось муниципальной опорно-методической площадкой по направлению конструирования и робототехника в образовательном процессе дошкольного учреждения. Сегодня я представляю результаты работы нашего учреждения в статусе региональной инновационной площадки в вопросах развития начального инженерно-технического мышления детей. Рабочей группой учреждения была разработана соответствующая программа. Срок реализации программы 3 года, с 2018 по 2021. Этапы представлены на слайде. Цели и задачи инновационной площадки тоже представлены на слайде. Деятельность республиканской инновационной площадки предусматривает 3 направления работы. Это работа с педагогическими кадрами, работа с воспитанниками и работа с родителями. Рассмотрим более подробно каждое из направлений. Работа с педагогическими кадрами включает в себя следующие мероприятия. Это курсы повышения квалификации для педагогов, только начинающих заниматься лего-конструированием и робототехникой, и для педагогов-профи. Это организация обучающих семинаров, индивидуальных и групповых консультаций по лего-конструированию и образовательной робототехнике. Организация дней робототехники для педагогов города Ухты и близлежащих районов. В рамках работы робототехники предполагается проведение мастер-классов, организация интерактивных мероприятий, таких как интерактивные экскурсии, робоквесты, выставки оборудования. На фото представлены мероприятия с педагогами. Это обучающий семинар для педагогов, это семинар-практикум. В рамках инновационной площадки была проведена онлайн-игра с педагогами. Также педагоги нашего учреждения принимают участие в составе жюри робототехнических конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях. Педагоги нашего детского сада приняли участие в благотворительной акции помощи маленькому ухтинцу Ростиславу Кривобокову. Провели мастер-класс по робототехнике для детей
города. Следующее направление инновационной площадки – это работа с воспитанниками. Она включает в себя следующие мероприятия. Организация и проведение конкурсных мероприятий по лего-конструированию и робототехнике «Юный конструктор», «Мой первый робот». Организацию интерактивных мероприятий, робоквест, онлайн-игра «Играем с лего». Выездные лего-сессии в дошкольной образовательной организации города, организация лего-досугов и лего-праздников. На фото мы представлено участие наших воспитанников в робототехнических конкурсах различного уровня. Это муниципальный конкурс «Мой первый робот», организатором которого наш детский сад является уже 2 года подряд. Так проводили в этом году. Это региональный отборочный этап всероссийских робототехнических соревнований «Икоренок», в котором мы принимаем участие уже 3-й год подряд. Участие воспитанников в региональном отборочном этапе всероссийского конкурса «Робостанция». Воспитанники нашего учреждения становились призерами, победителями данных конкурсов и представляли Республику Коми на 10-м Всероссийском технологическом фестивале «Профест-2018». Помимо очных конкурсов, воспитанники принимают участие и в дистанционных конкурсах по робототехнике, например, Всероссийская благотворительная акция «Дети детям». Результатом участия в таком мероприятии стало создание электронного букваря, соавторами которого являются наши воспитанники. По условиям акции команда-участник должна подарить икоренок-букваренок детям из других учреждений города, которые также занимаются робототехникой. Наши мальчишки подарили букварь ребятам из юного техника. С этого учебного года мы запустили новый формат работы по взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса всего региона. Это онлайн-игра «Играем с лего», цель которой – приобщение детей дошкольного возраста к техническому творчеству. Задачи представлены на слайде. Участниками игры являются команды, состоящими из 1 педагога, 1 родителя и 5 детей старшего дошкольного возраста. В течение года проводятся 4 игры в соответствии с графиком. Накануне организатор напоминает игрокам о дате проведения игры. Играть могут все образовательные учреждения республики. Нет никаких ограничений. Что необходимо для участия в этой игре? Нужно создать команду, 2 взрослых родитель и педагог и 5 детей, вступить в открытую группу в социальной сети ВКонтакте, ссылка представлена на слайде, и наличие конструктора любого производителя. Это может быть Лего, Лего Классик, Лего Аналоги, Лего Дупло, даже мы играем на крохе. И мобильное устройство, то есть телефон, компьютер, ноутбук с доступом в интернет. Как проходит онлайн-игра? В назначенное время в группе публикуется видеоролик задания для детей в виде загадки или ребуса. Ответ необходимо собрать из лего, написать отгадку на листе бумаги и опубликовать в группе с хэштегом «Играем с лего». На отгадывание дается 10 минут. Всего в одной игре 3 задания. Финал игры будет проходить в очной форме на базе нашего детского учреждения в конце учебного года. На сегодняшний день с нами играют Воркута. Это команда нашего детского сада. Мы на республику не играем, мы играем внутри нашего детского сада. Детский сад Лезем Сыктывдинского района, Усинск, детский сад номер 110, город Ухта, и образовательное учреждение начальная школа, детский сад номер 1, тоже город Ухта. Так что присоединяйтесь. В 2017 году мы выиграли республиканский конкурс грантовой поддержки организации дошкольного образования в номинации «Лучший проект», направленный на освоение и внедрение лего-конструирования робототехники в образовательный процесс дошкольного образования.
На полученные средства была оборудована лаборатория лего-конструирования и образовательной робототехники «Юный инженер». В лаборатории размещены мобильный игровой стол для робототехники и лего-конструирования, лего-пластины для плоскостного моделирования, стеллажи для размещения конструкторами и дополнительными деталями. Также в этой лего-лаборатории организуется деятельность в рамках дополнительных образовательных услуг лего-конструирования, робототехника. И проводится подготовка к муниципальным региональным мероприятиям, фестивали, соревнования, игры, конкурсы. Следующее направление работы инновационной площадки – это работа с родителями. Она включает в себя следующие мероприятия: лего-мастерские, организация лего-досугов и лего-праздников и робошкола для родителей. Лего-мастерские. Цель лего-мастерских – привлечение родителей к занятию техническим творчеством совместно с детьми. Тематика заседаний лего-мастерской: плоскостное моделирование, конструируемый лего, первые механизмы и новые возможности лего, то есть непосредственно образовательная робототехника. На фото представлены слайды таких заседаний лего-мастерских, где ребята вместе с детьми выполняют необходимые задания, решают какие-то вопросы. Перспективы работы региональной инновационной площадки инженерно-технического мышления детей дошкольного возраста – это открытие технопарк-площадки на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 55» комбинированного вида города Ухты, организация курсов повышения квалификации на базе нашего же детского сада, организация и проведение ежегодного муниципального конкурса «Лучший наставник-робототехник» и открытие робошколы для родителей. И сейчас мы предлагаем посмотреть вам небольшой видеоролик о нашей работе, проделанной работе. И идет. Коллеги, несколько секунд, и мы подключаем Можно тогда уже видеоролик. Можно свернуть, он на рабочем столе есть. Репухта, да. Угу. Да, вот этот. Сейчас мы увидим видео подтверждение.
Спасибо, Наталья Викторовна. Мы очень рады, что сегодня ваша республиканская инновационная площадка формирует модель сетевого взаимодействия. Это очень важная задача, которую вам удается решать, и мы желаем вам дальнейших профессиональных успехов. Благодарю всех за внимание и приглашаем к сотрудничеству. Ждем на игре. Спасибо, коллеги. И мы подключаем еще одну организацию дошкольного образования. Детский сад номер 8 комбинированного вида, село Вильгард. С нами будет работать Пономарева Валентина Васильевна, директор детского сада. Валентина Васильевна представляет опыт работы по проекту «Социокультурная модель взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по обучению детей коми-языку». Валентина Васильевна, вам слово. Я знаю, что вы подготовили для нас видеоматериалы. Мы включаем ваш отчет. С января 2016 года на основании приказа Министерства образования Республики Коми детский сад номер 8 села Вильгард работает в статусе региональной инновационной площадки по типу Республиканский ресурсный центр по теме «Социокультурная модель взаимодействия ДО и семьи по обучению дошкольников коми-языку». Работа ресурсного центра проходит в тесном сотрудничестве с лабораторией национальных проблем дошкольного образования, Управлением образования администрации муниципального района Сахалинский. Осуществляется взаимодействие с дошкольными учреждениями. Вот через Налю Анатольевну. Программа ресурсного центра реализуется в рамках проекта «Язык моих предков. Мой язык» по организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников по обучению коми-языку. Основная цель – приобщение к коми-языку при активном взаимодействии педагогов с родителями. Задача работы по проекту включает в себя создание условий организационных, методических и материально-технических. Задачи реализации программы ресурсного центра включают также задачи по созданию накопления банка программно-методических материалов по этнокультурному образованию и обучению дошкольников коми-языку и распространение полного опыта по организации взаимодействия с семьями воспитанников в данном направлении. Общее руководство и координация деятельности осуществляется заведующей и старшими воспитателями. В детском саду созданы оптимальные условия для эффективного приобщения дошкольников к коми-языку. Важнейшей составляющей нашей деятельности является организация в пилотных группах детско-родительских клубов этнокультурной направленности. Работа в клубах строится при тесном взаимодействии воспитателей, владеющих коми-языком, со специалистами, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. Работа каждого клуба основывается на возрастных особенностях, возможностях и интересах детей. Занятия любого клуба предполагают освоение определенной языковой темы, которая может быть связана с временами года, народными традициями, праздниками или же приближена к комплексно-тематическому планированию детского сада. В процессе проведения занятий дети вместе с родителями играют в различные игры, поют песни, разучивают стихи, пословицы, языковые клише и закрепляют их в процессе обязательной продуктивной деятельности. Наша деятельность не ограничивается только клубной работой. В детском саду проводится множество мероприятий для детей и родителей всех групп. Многие из этих мероприятий стали традиционными. Распространение опыта работы проходит в форме дней открытых дверей. Это и районные семинары, и открытые мероприятия для слушателей курсов повышения квалификации. Мы неоднократно встречали участников международных семинаров. Систематически проводятся дни открытых дверей для педагогов республики. Стало традиционным организация и проведение нашими педагогами районных интеллектуальных конкурсов и конкурсов чтецов на коми-языке. Работа по программе ресурсного центра позволила нам достичь определенных результатов. Дошкольники принимают участие в мероприятиях на уровне района и республики. Детский сад и педагоги являются постоянными участниками и призерами районных, республиканских и всероссийских конкурсов. В детском саду накоплен и продолжает пополняться банк методических и практических материалов для организации работы с детьми, родителями и педагогами, которые можно использовать в практической деятельности образовательных организаций Республики Коми. Мы не останавливаемся на достигнутом и в дальнейшем будем продолжать работать в данном направлении. Благодарю Валентину Васильевну. Валентина Васильевна возглавляет ресурсный центр на протяжении уже последних 3 лет.
Мы очень благодарны, что деятельность ресурсного центра, она направлена на поддержку изучения коми-языка, и наше партнерство очень важно с точки зрения именно поддержания и сохранения родного языка. Спасибо, Валентина Васильевна. Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему типу организаций, которые являются республиканскими инновационными площадками. И мы предоставляем слово Сергеевой Галине Анатольевне, директору средней общеобразовательной школы. С 2013 года средняя общеобразовательная школа номер 23 является республиканским ресурсным центром профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся. Технология организации профильного обучения на уровне среднего общего образования педагогическим коллективом 23-й школы отрабатывается с 2004 года. С целью создания оптимальных условий для развития познавательных интересов учащихся в школе функционирует профильный физико-математический Воркута-Уголь класс. Базой ресурсного центра являются кабинет химии с цифровой естественно-научной лабораторией «Архимед», электронными таблицами, современный кабинет физики, курсы по робототехнике, мобильные классы, система дистанционного обучения. Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогов. Профессионально самоопределиться учащимся помогает открытый на базе школы профцентр «Ориентир». В школе работают педагоги с высоким профессиональным уровнем. Большинство имеют высшую и первую квалификационную категории. Обучение по индивидуальным учебным планам позволяет учащимся делать выбор между предметами, определять элективные курсы, решать, сколько времени и в каком порядке изучать предметы. Важной составляющей работы ресурсного центра является сетевое взаимодействие с социальными партнерами школы, Центром образования номер 1, акционерным обществом «Воркута-Уголь» как заказчиком и Московским государственным горным университетом как ресурсным центром. С 2004 года почти 250 учащихся профильных «Воркута-Уголь» классов окончили школу. 31 из них с золотой медалью, 111 стали студентами Московского государственного горного университета. Сегодня в школе создана модель, обеспечивающая удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся. Работа ресурсного центра и индивидуальные учебные планы создают условия для увеличения возможностей выбора учащимися моделей своего дальнейшего образования. Галина Анатольевна, благодарю вас и всю вашу команду, которая сегодня на уровне не только города Воркуты, на уровне Республики Коми сформировала именно ту правильную инновационную позицию, которая направлена прежде всего на формирование качественного образования, и именно благодаря вашей деятельности сегодня уважаемые коллеги из других организаций могут уже брать ваш опыт и формировать индивидуальные учебные планы, которые сегодня направлены прежде всего на помощь в рамках профориентации и, конечно, помощь с точки зрения организации профильного обучения. Спасибо, Галина Анатольевна. И мы передаем слово Марии Александровне Симушиной, нашему партнеру. Мы очень рады, Мария Александровна, что вы возглавляете среднюю общеобразовательную школу села Обьячево, и вы уже на протяжении нескольких лет руководите ресурсным республиканским центром. И мы представляем ваш проект «Сетевая инфраструктура. Школа. Социокультурный центр». Вам слово, Мария Александровна. Добрый день, уважаемые участники презентационной площадки, региональные инновационные площадки «Результаты работы». Вас приветствует Обьячевская школа и я, директор Симушина Мария Александровна. Обьячевская школа в 2018 году завершила работу как региональный ресурсный центр школы «Социокультурный центр». Работа школы по этому направлению осуществлялась по третьему этапу, а аналитика обобщающему. Задача данного этапа – анализ, обобщение, распространение инновационного опыта, модели сетевой инфраструктуры на муниципальном и республиканском уровнях. Происходило обобщение результатов реализации модели, распространение опыта на муниципалитете и республике.
С начала учебного года началась работа по сбору результатов и анализ проведенных мероприятий. Первый опыт работы площадки представлен директором школы на 3-м районном педагогическом форуме реализации ФГОС «Опыт, проблемы, перспективы» с выступлением на площадке управления изменениями «Новые образовательные результаты». Открытый доклад директора школы перед родительским сообществом состоялся в сентябре 2018 года. Отчет о ходе и реализации проекта в рамках отчета школы, приуроченного к празднику Зачей школы, состоялся в апреле 2018 года. Заседание научно-методического совета школы по итогам проекта произошло в декабре 2018 года. В мае 2018 года на базе КРИРО состоялась видеопрезентация образовательных организаций региональных инновационных площадок, а также видеопрезентация школ-лидеров проекта с целью сопровождения ресурса «Мобильный методист». Также наша школа в рамках проекта «Эффективная школа» заключила партнерские соглашения о сотрудничестве в рамках проекта по реализации мероприятий по повышению качества в школах с низкими результатами обучения. В связи с чем нами были установлены связи со школами села Лойма Прилузского района, а также поселка Грива и поселка Первомайский. Публикация материалов о ходе реализации и результатах проекта в средствах массовой информации происходила в газете «Знамя труда» нашей районной и на сайте школы. Считаем, что цель, которая стояла в работе нашей площадки, достигнута. Взаимодействие школы с социальными партнерами состоит из нескольких аспектов и включает работу с муниципальными структурами, органами местного самоуправления, органами здравоохранения, спорта, учреждениями образования, науки, культуры, а также с общественными организациями. Социальное партнерство школы представляет сегодня несколько кругов взаимоотношений в зависимости от тех задач, которые они решают. Продолжение партнерских отношений происходит благодаря тесным налаженным связям с социальными партнерами и в связи с внедрением в воспитательную деятельность новых форм работы и направлений. С сентября 2016 года Обяческая школа стала пилотной площадкой российского движения школьников. Деятельность школьной организации развивается по 4 направлениям: личностное развитие, военно-патриотическое направление, гражданская активность и информационно-медийное направление. По всем этим направлениям наше образовательное учреждение имеет партнерские отношения более с 30 учреждениями и организациями не только района и села, но и республики. С сентября 2017 года существует кадетский клуб «Патриоты». Основные направления деятельности – это возрождение патриотизма, организация участия в спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Для их реализации были использованы уже имеющиеся связи с социальными партнерами в селе и в районе, такие как Совет ветеранов, ОМВД России по Прилузскому району, Центр изобразительного искусства, а также установление новых отношений. Это Республиканский военно-патриотический клуб «Выркань», Казачество Республики Коми, Кадетский клуб поселка Визендор и другие кадетские классы республики. С 2017 года работает клуб технического творчества по робототехнике. Ребята уже не раз были участниками республиканских соревнований по робототехнике, где они познакомились и установили связи со своими единомышленниками по республике. В муниципалитете члены кружка делятся своим опытом с методическими объединениями учителей математики и информатики, проводят презентации для жителей села, людей пожилого возраста. В планах ребят создать свой сайт и проводить соревнования на районном уровне. Продолжил свою работу военно-патриотический клуб «Рубеж». Основой является изучение и освоение боевого искусства тэквондо. Также они занимаются изучением основ военной подготовки, это строевая и пулевая стрельба. И они также сотрудничают с юноармейцами республики, ветеранами боевых действий. Посильную помощь оказывает и Прилузское отделение ДОСААФ.
В последние годы положительные тенденции в развитии школы все-таки появились. Это снизилось количество пропусков уроков учащихся по болезни, увеличилось количество победителей и призеров предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов. Более эффективным стал процесс содействия развития личности учащихся. Положительный эффект дало внедрение разработанной системы воспитательной работы. Деятельность классных руководителей получила новую направленность в свете воспитания конкурентоспособной личности, а также наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе. Мы считаем, что все это благодаря работе нашей площадки. Реализация модели «Школа-социокультурный центр» позволила обогатить формы взаимодействия нашего учреждения с окружающим его социумом в целях создания более эффективных условий для всестороннего развития личности. Приобретенный в ходе реализации проекта опыт работы в данном направлении сможет помочь другим образовательным учреждениям республики скоординировать работу по совершенствованию образовательно-воспитательного пространства. Ведь задача у любой школы входит не только обучение, но и воспитание социально адаптированной и успешной личности. Именно это актуально в современном обществе. Ну и пользуясь случаем, конечно, хочется поздравить со знаменательной датой Институт развития образования. Широкая практическая и современная инновационная направленность, новаторские проекты, которые реализует институт, позволяют уверенно идти в ногу со временем именно нам, школам. И результаты воплощения этих программ находят свое продолжение в повышении квалификации наших учителей и развитии отечественного образования. Мария Александровна, за столь добрые слова. Конечно, нам очень важно, что мы профессиональными являемся партнерами, и именно благодаря вам, Мария Александровна, мы знаем, добиваются успехов и ваши педагоги, и ваши обучающиеся. Нам очень важно, чтобы ваш проект «Школа как социокультурный центр» он был публично представлен не только на уровне нашей республики, но и на уровне Российской Федерации. Это очень актуальное направление, которое как раз определяет государственную политику по поддержке сельских школ. Марина Александровна, спасибо вам и вашей команде за такое активное участие во всех проектах, которые проводит институт, в проекте «Эффективная школа», в проекте «Молодые педагоги». Нам всегда важна ваша профессиональная поддержка и профессионально активная позиция. Спасибо, Мария Александровна. Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему отчету. К нам подключается средняя общеобразовательная школа номер 40 города Воркуты. Мы предоставляем слово руководителю Республиканского ресурсного центра Турунбекову Радику Хамитовичу. В данной школе действует ресурсный центр, в рамках которого реализуется проект «Образовательная сеть. Школьный технопарк». Радик Хамитович к нам подключает. С ноября 2017 года в средней общеобразовательной школе номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми присвоило статус «Региональная инновационная площадка». Тема нашей инновационной деятельности – образовательная сеть «Школьный технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. Одной из современных форм проектно-исследовательской деятельности в условиях стремительного прогресса высоких технологий является технопарк. Структура школьного технопарка состоит из модулей, в которые входят две лаборатории – технокласс, функционирующие на базе образовательных учреждений в средней общеобразовательной школы номер 40 города Воркуты и Воркутинский горно-экономический колледж, участников проекта. Площадка предполагает создание в образовательных организациях лабораторий образовательных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для развития у обучающихся инженерно-технических, изобретательских компетенций. В данной модели школьного технопарка в качестве профильных предлагается определить следующие кластеры и лаборатории. Модуль 1 – конструирование и робототехника, лаборатория Лего-конструирование, программа лаборатории
лаборатории направлены на развитие ребенка во всех образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В лаборатории дети дошкольного возраста знакомятся с цифрами и числами, формами и цветами, учатся творчески рассказывать и придумывать истории, конструировать, следуя инструкциям, создают всевозможные модели, взятые из реальной жизни или вымышленных персонажей, объектов и строений. Лаборатория робототехника. Программа лаборатории предлагает использование конструкторов нового поколения Lego Vidu как инструмента для обучения детей конструированию, моделированию, программированию. В лаборатории дети учатся конструировать модели по схеме, самостоятельно подбирая необходимые детали и элементы, знакомятся с процессом передачи движения и преобразования энергии в модели, изучают основы программирования, самостоятельно проводят испытания построенных моделей, а затем демонстрируют свои открытия. На базе лаборатории реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные на обучение детей конструированию роботов на базе готовых конструкторов Lego Vidu, Lego NXT. Модуль 2. Техническое творчество и моделирование. Лаборатория 3D-моделирования. Работа лаборатории реализуется через программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 5-11 классов, направленные на получение школьниками базовых практических навыков создания виртуальных моделей в виде реальных физических объектов. Обучающиеся получают представление о таких современных и востребованных на рынке труда профессиях, как 3D-дизайнер, визуализатор, проектировщик 3D-моделей. Лаборатория нанотехнологии в рамках партнерства со школьной лигой Роснано. Назначение лаборатории предоставляет возможность школьникам получить знания о новейших разработках в области нанотехнологий и наноиндустрии с использованием форм обучения, актуальных и интересных для современного подростка. Работа в современной цифровой среде, общение с ведущими учеными, изучение реальных технологических решений и кейсов от инновационных компаний, компьютерная игра, выполнение исследовательского проекта, работа в команде. Лаборатория техническое моделирование на базе Воркутинского горно-экономического колледжа. Программа лаборатории направлена на развитие образного и логического мышления, творческой инициативы, конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к техническому творчеству, на освоение обучающимися навыков работы с различными деталями микроэлектроники и прикладного программирования. Модуль 3. Медиатехнологии. Лаборатория мультистудия. Программа лаборатории направлена на обучение детей разработке и реализации медиапроектов, созданию и реализации мультфильмов, анимационных фильмов. В процессе создания творческих работ учащиеся осваивают дополнительное оборудование: сканер, микрофон, цифровое фото и видеокамеры, видеопроектор. Учатся быстро ориентироваться в приложениях и программах для создания мультфильмов и видеороликов. Лаборатория кинотелестудия. Лаборатория объединяет обучающихся, увлеченных тележурналистикой. Юные операторы и журналисты учатся работать в информационном пространстве, свободно выражают свое мнение, передают информацию через мультимедийную продукцию, аудиовизуальные программы. Школа видеоблогинга. Программа школы видеоблогинга или школа видеоблогеров учит делать качественные видеоролики, познать все азы съемки на различные камеры, секреты монтажа и работы на камеру. Учащиеся познают функционал YouTube, изучают популярные форматы видеоканалов, учатся писать сценарии для будущих роликов, пробуют себя в роли настоящего блогера. Модуль 4. Исследования в области естественных наук. Лаборатория физическая. Деятельность лаборатории осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности для обучающихся 8-11 классов. Школьники осваивают экспериментальные исследовательские методы познания в области физики с применением цифровой лаборатории. Лаборатория химико-биолого-экологические исследования. Деятельность лаборатории осуществляется в рамках программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с 6 лет. В лаборатории у обучающихся есть возможность получить углубленные знания в области естествознания, реализовать свои химико-эколого-биологические проекты, проводить научные и экспериментальные исследования, делать анализы, приобретать новые эколого- и химико-биологические знания с помощью современного лабораторного оборудования. Для каждой лаборатории составлена модульная образовательная программа, основанная на сочетании инвариантных и вариативных компонентов разных уровней, сложности освоения учебного материала, что позволяет обучающимся сформировать индивидуальную образовательную программу. Данный проект объединяет ресурсы технической направленности, а также усиливает кадровые, материальные, методические ресурсы учреждений. Как результат, мы совместно готовим выпускника с высокой степенью самоопределения и мотивации для поступления в среднепрофессиональные и высшие учебные заведения технической направленности, так как для него реально обеспечена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы.
23 ноября 2017 года в средней общеобразовательной школе номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми присвоило статус «Региональная инновационная площадка». Тема нашей инновационной деятельности – образовательная сеть «Школьный технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. Одной из современных форм проектно-исследовательской деятельности в условиях стремительного прогресса высоких технологий является технопарк. Структура школьного технопарка состоит из модулей, в которые входят две лаборатории – технокласс, функционирующие на базе образовательных учреждений средней общеобразовательной школы номер 40 города Воркуты и Воркутинский горно-экономический колледж, участников проекта. Уважаемые коллеги, спасибо большое Радику Хамитовичу как руководителя регионального ресурсного центра. Мы очень рады, что сегодня мы представляем публично ваши результаты. Я помню тот период, когда мы обсуждали план формирования вашего проекта, планы его реализации, и как вы здорово представили это все вашей командой именно молодых педагогов. И я благодарна, Ради Хамитович, что вы продолжаете занимать такую же профессионально активную позицию, что вам удается выйти как раз на новый уровень осмысления вашего проекта. И сегодня вы начинаете работать именно как школа будущего. Все направления, которые сегодня были представлены, они, конечно, направлены на повышение конкурентоспособности нашей системы образования. И я очень рада, что вы публично представляете свои результаты именно как ресурсный центр. Я надеюсь, что в дальнейшем вы сможете провести для других образовательных организаций нашей республики публичный отчет уже в форме мастер-класса, либо можем использовать какие-то информационные сессии, потому что сегодня именно ваша концептуальная позиция, она должна применяться и в других образовательных организациях, как в организациях, которые готовы стать опорой для создания сети школ будущего. Спасибо, Ради Хамитович. И мы переходим к следующему типу образовательных организаций. У нас на уровне организации среднего профессионального образования работает 8 площадок. Но сегодня мы решили предоставить слово Лисаеву Алексею Игоревичу, руководителю опорно-методической площадки Воркутинского политехнического техникума. Данная площадка сегодня выстраивает новую форму работы именно по образовательной робототехнике. Мы вновь обращаемся к этой актуальной теме, но сегодня она будет представлена на новом витке развития этого направления. Алексей Игоревич, мы предоставляем вам слово. Инновационная опорно-методическая площадка образовательной робототехники на базе Воркутинского политехнического техникума открыта с 1 февраля 2016 года. Основная идея ее создания заключалась в необходимости развития образовательной робототехники в системе среднего профессионального образования. На базе техникума функционирует кабинет робототехники, оснащенный несколькими видами наборов робототехники, 3D-принтером и другим оборудованием. В кабинете идет работа по следующим направлениям. Кружок робототехники для студентов техникума, обучение конструированию и робототехнике воспитанников социального проекта «Рука об руку», в рамках благотворительного проекта «Дорога к дому», направленной на социальную помощь детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, совместно с ОАО «Северсталь». Обучение конструированию робототехники обучающихся школ города в рамках образовательной программы профессионального обучения «Мастер по обработке цифровой информации», изучение 3D-моделирования и 3D-печати в рамках дисциплины инженерная графика специальности компьютерные сети. С целью тиражирования накопленного опыта был создан канал YouTube и официальный портал площадки, где публикуются документы по площадке, отчеты по этапам деятельности, рабочие программы, методические разработки,
систематизированные видеоматериалы и собственные видеообзоры, виртуальная экскурсия по площадке и другие материалы. На базе площадки проходили как внутренние соревнования по вышеупомянутым программам и контингентам участников, так и готовились команды для внешнего участия в таких мероприятиях, как турнир по робототехнике AR2T2, Робофабрика, участие в аттестации судей сезона 2017-18, занято призовое место в молодежной республиканской научно-практической конференции «Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения» с проектом «Умный дом». Спасибо, Алексей Игоревич. Знаем, что вы уже 3-й год активно работаете именно по формированию новых инновационных практик, внедрения робототехники в образовательные программы организации разного уровня. Нам это очень важно, потому что действительно сегодня это направление очень востребовано, есть хороший результат на уровне республики, но то, что вы являетесь такой базовой организацией, которая именно проводит профессиональную кооперацию и с педагогов, и обучающихся, подключает наших коллег и в курсы повышения квалификации. Конечно, нам это очень важно, потому что это действительно та профессиональная кооперация, которая необходима сегодня, чтобы подключались к нашей работе все участники образовательных отношений. Спасибо, Алексей Игоревич, спасибо вашей команде. Уважаемые коллеги, мы сегодня представили публичные отчеты 7 образовательных организаций, которые имеют статус республиканской инновационной площадки. Мы будем продолжать представлять публичные отчеты площадок, которые продолжают работать в 2019 году. И я очень надеюсь, что многие из вас, кто подключился, сегодня примут решение и будут формировать заявку, которая позволит новым организациям стать республиканскими инновационными площадками. Я уже сегодня говорила, что создание инноваций – это позиция государства именно по формированию нового конкурентоспособного образования нашей республики с точки зрения именно тех возможностей, тех условий, которые формируются прежде всего на уровне самой образовательной организации. И нам очень важно, чтобы именно инновационные инициативы, они формировались именно у вас, уважаемые коллеги, а наш институт, Комреспубликанский институт развития образования, конечно, будет готов быть оператором и координатором этой деятельности. Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за ту профессиональную позицию, которую вы занимаете, за тот вклад, который вы вносите в развитие образования нашей республики. Удачи всем! Я очень благодарю всех руководителей и команды образовательных организаций, которые работают с нами, которые работают на благо нашей республики. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы завершаем сегодня наш вебинар. До новых